Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для Девы. Любовь, отношения. Посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера, что ждет тех, кто в ссоре, те, кто расстаются, те, кто недавно встречается, те, кто давно встречается, те, кто вместе, но не в браке, и те, кто в браке. Подсказываем из цыганской колоды. Посмотрите, какая карта замечательная для тех, кто в поиске партнера. Выпадает у нас здесь 4 мечей. Карта говорит о том, что вы наконец-то можете реализовать какую-то свою мечту, вот связанную с общением, да? Допустим, у вас может быть большое количество знакомств именно в этом месяце, да, и вы даже вот как бы не с одним человеком общаетесь, а с несколькими, да, то есть вам как-то очень приятно, вам есть с кем поговорить, вам есть как бы, ну, кем удовлетворить вот эту потребность во внимании, да, очень хорошая карта. Вот 4 мечей, она у нас астрологически связана с Юпитером в Близнецах. Близнецы – это общение, да, и Юпитер – это у нас расширение общения. То есть вот смотрите, как здесь у нас все замечательно. Причем это в очень комфортных условиях происходит. Это, возможно, там в кафе, в парках, где-то, может быть, в поездках, да, если кто-то куда-то может поехать. То есть очень хорошая здесь ситуация для дев, для знакомства. Причем такой как бы большой круг знакомств, расширение. Смотрим, что здесь происходит. Будет очень много эмоций, чувств, какие-то, знаете, такие романтические свидания, да, какое-то настроение такое очень приятное. Также карта говорит о том, что вы даже как-то интуитивно будете чувствовать, с кем общаться, с кем нет. Также вот будут встречаться и люди, которые, знаете, такие, может быть, хитрые, да, которые не всегда правду говорят, но вы их будете чувствовать и как-то будете отсекать, да. И также карта говорит о том, что вот вы будете очень привлекательны, будет очень много людей, которые вот к вам просто слетаются, как мотыльки на свет, да, и вот вокруг вас всегда много новых людей, какой-то новый поворот будет в жизни у вас, и вот если у вас было одиночество до этого момента, то есть возможность наконец от одиночества уйти, то есть идут какие-то новые надежды, вы как будто бы видите какого человека, встречаете человека, которого хотели бы рядом с собой видеть. Теперь те, кто в ссоре. Здесь карта звезды выпадает, а это значит, что вы вполне возможно здесь помиритесь. Да? По звездам это очень обычно хорошая возможность для того, чтобы помириться, договориться, понять друг друга, причем с разных сторон. Если были какие-то тайны, вы здесь можете это все узнать, разузнать. Если вы в чем-то ошибались, вы можете в этом разобраться. В общем, знаете, такая возможность исцеления ваших отношений, да, то есть это очень хорошо. Давайте я все-таки достану дополнительные карты. Да, вы думали, что вообще уже все кончено, вы думали, что не будет отношений. Для вас, может быть, ваша ссора была таким шоком, может быть, кто-то вмешался в ваши отношения, да, и вы вот на эмоциях как-то отреагировали и, может быть, вот закатили такой скандал, допустим, да, либо ваш партнер, допустим, тоже как-то бурно отреагировал, но факт остается фактом, вы можете помириться. Теперь те, кто расстался, да, сейчас вот недавно расстался, это может быть развод, это может быть просто расставание, и здесь у нас выпадает королева пентаклей. А королева пентаклей это у нас карта очень стабильная. Королева пентаклей у нас астрологически связана с Луной в Деве, да, а Дева это наш долг, Дева это, знаете, документы все, когда вот мы готовим документы, если это вот настоящий развод, да, то тогда вот какие-то заявления, какие-то бумаги заполняем, да, официально, может быть, бумагу получаем, но здесь вот как-то много неясностей, много чего-то темного, много задержек каких-то может быть, но в любом случае мы здесь решаем вопрос.
Если это не развод, а просто расставание, то вы здесь чувствуете себя довольно-таки стабильно, вы чувствуете себя комфортно и как-то особо не переживаете. Да, у вас есть, в принципе, люди, которые вот рядом с вами тут же оказываются. В общем, вам в любом случае здесь как-то комфортно. Вы в одиночестве здесь не будете. Вниманием пользуйтесь. Также карта говорит о том, что здесь может быть новые какие-то отношения прям вот буквально сразу, да, то есть человек появляется, причем надолго. Это просто вот такое стечение обстоятельств, это удача такая, вот сразу вам судьба посылает такого человека, который и постоянный человек, который хочет взять на себя ответственность за ваши отношения, человек, который готов как бы и к браку, и ко всему, да, вот в будущем. Он может вас там баловать какими-то подарками, что-то вам такое красивое покупать, может быть, даже драгоценности какие-то, то есть это даже какие-то дорогие подарки могут быть. Но в любом случае вы здесь не переживаете, у вас тут все будет хорошо. Даже если развод и как-то вас немножечко выматывает, тут же вы восстанавливаете энергию, потому что появляется новый человек у вас. И вы чувствуете себя даже намного лучше, чем это у вас было раньше. Теперь посмотрим. Те, кто недавно начал встречаться, десятка мечей. Ну, обычно это завершение какого-то периода. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Ну, здесь вы не расстаетесь, нет. Здесь, знаете, вы начали недавно встречаться, и вот чувствуете, что уже пора переходить на какой-то новый уровень, да, то есть, может быть, даже вот понимаете, что об этом нужно поговорить, да, вы чувствуете рядом друг с другом счастье, вам хорошо, комфортно. Единственное, может быть, есть какие-то сложности у вас в жизни, да, может быть, какие-то сложные времена, там потери какие-то сейчас, да, и вот это может отражаться на отношениях. А так, в принципе, у вас очень хороший период, когда вы можете, кстати, друг друга поддержать в сложное время. Теперь те, кто у нас давно встречается. Здесь карта повешенной. Хорошая карта, которая говорит о том, что вы друг другу здесь нужны, привязаны друг к другу, что вы здесь уже как одно целое. Может быть, конечно, не время сейчас пока еще развивать отношения дальше. Нужно как-то в этом состоянии еще побыть, да, по повешенному. Но, в принципе, карта хорошая, да, если вот говорить именно о отношениях, об отношениях. Это может быть, знаете, еще показатель того, что ваш партнер, может быть, куда-то уехал, да, может быть, где-то далеко сейчас. Либо, может быть, он работает там в ночную смену, или, может быть, знаете, один человек из вас работает, да, а другой нет. То есть могут быть, конечно, вот такие ситуации, но, кстати, здесь какие-то вопросы прошлого могут подниматься в этом месяце. Давайте посмотрим, что тут имеется в виду. Знаете, как будто бы один из партнеров хочет скрыть свое прошлое или забыть свое прошлое, не возвращаться к нему, а второй, да, как-то, ну, эту тему затрагивает. И, скорее всего, из-за этого могут быть сложности. То есть не нужно говорить о прошлом, прошлое ушло, все. Вот вам сейчас нужно думать о какой-то стабильности, о деньгах, о положении там в обществе, в компании. То есть вот как-то стабильность вам создать нужно, и все. А остальное у вас и так неплохо здесь. Так, теперь посмотрим для тех, кто у нас вместе живет, но без регистрации. Да, здесь у нас маг. Карта, которая говорит о том, что в ваших руках есть как бы возможности хорошие для улучшения отношений, для зарабатывания денег. То есть у вас, в принципе, здесь все замечательно. Вообще карта маг, карта такая одиночки, да, может быть, в отношениях приходится одному из партнеров брать на себя всю ответственность, решать какие-то вопросы. Может быть, это временно, потому что у нас тут такие карты рядом лежат, которые намекают нам, что, может быть, один из партнеров оказался, допустим, без работы, да, и другому приходится тут все вопросы решать. Но в любом случае, главное, что есть возможность хотя бы у одного. Ой, посмотрите, как тут хорошо. Здесь заканчивается ситуация какая-то сложная, да, кризис какой-то заканчивается. Появляется возможность улучшения
появляется возможность выбора, возможности какие-то, прям несколько возможностей появляется, да, и для вас, в принципе, как бы нужно какую-то одну выбрать. В любом случае, смотрите, что бы вы ни выбрали, сложности у вас заканчиваются, и начинается что-то важное для вас в этом месяце, для ваших отношений. Может быть, вы действительно здесь решите зарегистрировать ваши отношения, да, может быть, решится ваш партнер на ребенка. Может быть, здесь вот вообще восьмерка бубновая карта очень значительная. Она говорит о скором каком-то важном событии в вашей жизни. Либо, знаете, вот были какие-то сложности, неясности, проблемы, и тут вы решаете вот эти все вопросы. В любом случае все трудности уходят, причем, знаете, когда как-то решается ситуация сама собой. Вы, конечно, что-то делаете, но больше всего вот обстоятельства и другие люди здесь вмешиваются, и у вас улучшение такое есть. Ну, в принципе, вот действительно для тех, кто вместе живет и не в браке, вот какой-то очень важный такой переходный период. Может быть, просто вот вы станете семьей, либо у вас тут действительно что-то с детьми связано, происходит. Посмотрим те, кто в браке. Карта влюбленные. Конечно же, эта карта очень хорошая. Она говорит о всплеске чувств. Она говорит о том, что вам будет хорошо друг с другом. Вы, может быть, будете вместе решать какие-то вопросы, связанные с делами, с работой, профессией. Да, может быть, у вас совместный бизнес тут. В общем, карта, которая говорит о том, что вы, в принципе, здесь очень хорошо общаетесь. Но здесь все-таки могут быть какие-то моменты, испытания, да, вот часто эта карта показывает, может быть какая-то сложная ситуация, и вам ее нужно пройти. Вот шестерка трефовая нам это подтверждает. Действительно будет сложная ситуация, и вы прям вот так рука об руку будете это решать. Но самое важное здесь не поссориться, не сваливать друг на друга ответственность, вот вместе именно двигаться. В общем, такое испытание для вас будет. Но, опять же, после того, как вы его пройдете, у вас прям жизнь к лучшему меняется. Если были даже какие-то сложности во взаимоотношениях, все, у вас здесь тут примирение, исцеление ваших отношений. Очень хорошо здесь все решается. Так, что еще хочу сказать. Знаете, если, допустим, вы планировали начать какое-то дело совместное, да, вот семейный бизнес, то здесь прям вот благословение у вас на это, может быть, не сразу получится, не сразу, да, нужно набраться терпения, нужно много вкладываться на начальном этапе, но это поменяет вот всю вашу жизнь очень удачно. Если вот были у вас такие мысли, не отказывайтесь от них. Теперь посмотрим совет на отношения в июне для Девы. Совет заботиться друг о друге, заботиться о романтике, о чувствах, то есть чувства ставить на первый план. Также карта говорит о том, чтобы проявляли мы щедрость, проявляли, знаете, вот когда мы заботимся о другом человеке, но не ждем ничего взамен. То есть вот такой совет. Ну и, конечно же, любовь, романтика, нежность, страсть и так далее. То есть вот это будет компенсировать все. То есть для ваших чувств это важно, это главное. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю любви и счастья. Всего вам доброго, до новых встреч.